В Ленском речном порту прошел конкурс профмастерства. В нем приняло участие более 25 человек, которые боролись за звание лучшего крановщика и стропольщика. Сергей Евсиков продолжит тему. Конкурс профессионального мастерства проходил по двум номинациям – лучший крановщик и стропольщик. В первом за звание боролось 9 человек. Испытания традиционные – круговорот ведра с водой и постановка его в центр нарисованной мишени. Задание привычное, но помешал сильный ветер. Хотя он же и добавил крановым адреналина и азарта. На работе так не трясет, как сейчас, в данное время. Очень это трудно, народу много. А вот стропольщикам сильный ветер с реки не помеха. Груз пятитонник уверенно стоял на месте. Да и перемещение его с одного квадрата в другой не вызывало сложностей. Для нас нет. Тут главное время, главная точность, и соблюдение техники безопасности. И все, в общем, все как обычно, все как на работе. От практики к теории конкурсанты перешли тут же на причальной стенке. Конкурсы профмастерства максимально приближены к условиям работы. Они позволяют не только выявить лучших и дополнительно заработать, но и продемонстрировать общий уровень профессиональной подготовки, а также повысить квалификацию и обменяться опытом. Мы смотрим за летний период, кто каких навыков набрался. Тут есть и молодые специалисты, и старые, поэтому все вместе соревнуются. Молодежь, которая подрастает, смотря на все эти конкурсы, естественно, тянется к тому, куда пойти работать. Те же стропольщики, те же крановщики. Кто-то желает дальше идти учиться и повышать свою квалификацию. Результаты еще подводятся, но уже ясно, что они получат неплохую прибавку к зарплате. За первое место 16 тысяч рублей, за вторые и третьи, соответственно, 13 и 10 тысяч. Так что на днях кто-то из участников узнает, сколько денег стоит его профессионализм.